Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Швейцарец Джанни Инфантино переизбран президентом Международной федерации футбола на новый 4-летний срок. Такое решение было принято в среду на Конгрессе ФИФА в Париже. Делегаты Конгресса поддержали предложение Совета организации отказаться от бумажного голосования. Переизбрав Инфантино путем аккламации, его кандидатуру они поддержали с помощью аплодисментов. 49-летний Инфантино является единственным кандидатом на пост президента. Он возглавлял ФИФА с февраля 2016 года, сменив Йозефа Блаттера, который покинул пост в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала. Футболисты сборной Португалии одержали победу над командой Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира. Встреча состоялась в Порту на стадионе Драгао и завершилась со счетом 3-1. В составе победителей хэт-трик оформил Криштиану Роналду. Единственный мяч швейцарцев с пенальти забил Рикардо Родригес. Будущий соперник португальской команды определится этой ночью во втором полуфинале, где встретятся сборные Англии и Нидерландов. Финал турнира пройдет в Порту в воскресенье. Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Рубин». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. В 2017 году он вернулся в команду. Под его руководством клуб выиграл чемпионат России в 2008 и 2009 годах, а также Кубок страны и дважды Суперкубок России. При Бердыеве футболисты казанского клуба дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов и сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы. В общей сложности в составе «Рубина» тренер провел 533 матча, в которых одержал 247 побед. Баскетболисты ЦСКА со счетом 106-85 победили подмосковные «Химки» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась в Москве. Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 30 очков. Этот результат стал рекордным для матчей финальных серий турнира. В составе армейцев самым результативным стал защитник Нандо Декало, в активе которого 23 очка. Также дабл-дабл сделал защитник московского клуба Серхио Родригес. Счет серии до 3 побед стал 1-0. Следующий матч команды проведут 7 июня, также в Москве. Нападающий Павел Дацук подписал контракт с екатеринбургским клубом континентальной хоккейной лиги «Автомобилист». Об этом в среду сообщила пресс-служба клуба. Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на 1 год. Дацук является воспитанником екатеринбургского «Спартака», выступал за российские «Акбарс» и «СКА», а также американский «Детройт». Он является членом тройного золотого клуба, в который входят хоккеисты, выигравшие чемпионат мира, Кубок Стэнли и Олимпийские игры. В 2017 году российский спортсмен был включен в список 100 величайших игроков за всю историю Национальной хоккейной лиги. Женская сборная России по водному полу обыграла команду Венгрии со счетом 14-9 в матче второго тура группового этапа суперфинала мировой лиги. Турнир проходит в Будапеште. Российская команда вышла на второе место в группе «Б», набрав 5 очков. Лидирует 6 очками команда США, с которой россиянки встретятся в следующем туре соревнований. Третьими идут канадки, у которых 1 очко, а замыкают таблицу венгерки, не набравшие ни 1 балла. В турнире принимает участие 8 команд. В группе А выступают команды Австралии, Италии, Нидерландов и Китая. Якутская спортсменка Анастасия Диадорова завоевала 2 золота на международном турнире в Италии. Отмечается, что якутянка пришла первой на дистанции 50 метров на спине. 6-й международный турнир мировой серии по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями прошел с 30 мая по 2 июня в итальянском городе Линьяно-Саббиадоро. В заявку от России были включены 6 спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 4 с интеллектуальными нарушениями. Плавание является вторым видом спорта по количеству разыгрываемых медалей на 16-х Паралимпийских играх. Спортивные сооружения для игр народов Якутии готовы на 95%. Объекты оценили зампред правительства региона Ольга Балабкина и министр строительства Павел Аргунов. Центр по адаптивным видам спорта в селе Бютюнцы и спортзал в селе Чапчелган будут введены ко 2 июля. Напомним, спортивные игры народов республики пройдут с 3 по 8 июля в селе Амга Амгинского улуса. Это были новости спорта. Всего доброго.